О результатах работы подразделений МВД Республики за отчетный период доложил начальник штаба МВД Даур Ажиба. Согласно статистическим данным, за 3 месяца текущего года по республике зарегистрировано 197 преступлений общеуголовной направленности, из которых оперативно раскрыто 160, что составляет 81,2% раскрываемости. За аналогичный период 2020 года процент раскрываемости составлял 64,9 из 151 совершенного преступления. Данный показатель достигнут в результате усиления оперативно-розыскной деятельности по выявлению фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также наркотических средств и психотропных веществ, и составил увеличение выявления фактов преступлений в данных категориях на 69. Первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба, курирующий оперативный блок милиции, подвел итоги криминогенной ситуации в городах и районах республики, определив меры по предупреждению и недопущению совершения преступлений и методы их реализации по территориальности. Дмитрий Дбар поставил на особый контроль намеченные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие ряда преступлений, а также установлению местонахождения и задержания лиц, скрывающихся от следствия и суда. Начальники территориальных подразделений отделов внутренних дел отчитались по исполнению отдельных указаний министра внутренних дел, установленных в 30-дневный срок с 1 марта текущего года. Усильте работу по выявлению наркотических средств, оружия, чтобы в городах не стреляли. Это самое главное, от чего мы должны избавиться. Еще раз повторяюсь, по майнингу. В каждом районе, где мы будем приезжать и будет выявлено больше всего ферм, может пострадать начальник милиции. Потому что есть четкий приказ президента, что отвечает и милиция, и главы района, и все ведомства, которые там находятся. Управлением уголовного розыска МВД поставленная задача выполнена. Увеличено выявление фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия на 25%, с 15 до 20 преступлений. Сотрудниками УКОН МВД за 30 отчетных дней выявлены 4 преступления, связанные со сбытом на территории Абхазии наркотических средств в особо крупном размере. Раскрываемость составила 100%. По результатам представленных рапортов Дмитрий Дбар дал ряд служебных указаний. Министр оценил как неудовлетворительную работу районных отделов внутренних дел по выявлению отдельных категорий преступлений, отметив положительные результаты в части обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности на всей территории республики. Могу похвалить ГАИ. Хороший результат показали зарплату, но это не означает то, что вы должны расслабляться. Хорошо поработали, уменьшились аварии на дорогах, увеличились штрафы, которые вы выявляете, и нарушения. Это хороший результат. Это отмечено и главой государства, и в целом Министерством внутренних дел. Но все равно надо усилить рейдовые мероприятия и усилить контроль на дорогах. Самое главное это на республиканских трассах. С мая месяца пойдет заполнение по отдыхающим по всей стране. Мы скоро перейдем на усиленный режим работы. По результатам профилактических и рейдовых мероприятий за первый квартал текущего года сотрудниками госавтоинспекции выявлено 18 396 нарушений ПДД, что на 9 336 фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные цифры назову. ДТП за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 40%. Погибших за первый квартал 2021 года стало на 60% меньше аналогичного периода прошлого года. Раненых в ДТП стало на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. То есть по этому направлению, благодаря той работе, которая проводится ежедневно, и тем мероприятиям, которые проводятся силами ГАИ центрального аппарата, у нас есть изменения, есть результат. Еще хочется отметить, что за 3 месяца этого года на 783 человека, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии, выявлено больше. То есть это хорошие показатели, на которых мы не будем останавливаться, будем идти дальше. Беслан Чкаду отметил, что уже сегодня ведется активная подготовка к летне-курортному сезону, и важная задача подразделений милиции и общественной безопасности – обеспечить комфортное пребывание в республике гостей Абхазии. У нас намечены мероприятия и с 1 мая, тоже когда ближе к сезону летнему курортному, в соответствии с
приказом министра, который вами и указанием главы государства проведено совещание, где до начальников ГАИ, до начальников милиции, вот сейчас доведем, оно разросло на всех. Значит, строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных граждан с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Республики Абхазия для отдыха, без явных грубых нарушений правил дорожного движения. Если есть грубое нарушение, создало аварийную ситуацию, в его жизни что-то угрожает, только в таких случаях мы имеем право их останавливать. За этим, в соответствии с приказом, будет следить Управление собственной безопасности, Управление воспитательной работы, ответственный начальник ГАИ и я. Будем проводить ежедневную профилактическую работу. Дмитрий Дбар отметил, что на сегодняшний день увеличена заработная плата сотрудников милиции и наращено материально-техническое обеспечение органов внутренних дел, но необходимо повышать профессиональный уровень и служебную дисциплину личного состава, оперативно исполнять поставленные руководством задачи. Персональную ответственность и контроль за несением службы сотрудников органов внутренних дел министр возложил на руководителей подразделений ведомства. В служебном порядке министрам даны указания по отдельным направлениям несения службы подразделениям МВД, обеспечению общественного порядка и безопасности в республике.